Во время Первой войны в Сирии там был полк из 8000 человек с Амром бин Асом, радуяллаху анху. Это была самая первая война за время правления Абу Бакра ас-Сиддика. Римлян было 100 000, а сахабов лишь 8000. Нападение римлян было внезапным. Сахабы не успели среагировать, и римляне окружили их. 100 000 окружили 8000. Когда группу окружают в подобных условиях, то им грозит стопроцентное уничтожение. Когда окружают полк, шансов выжить просто нет. 100 000 окружили 8000. Среди них был великий сахаб Вафиля бин Асқа, радияллаху анху. Он передал: это было настолько ужасное зрелище, что мы напрочь забыли о поэзии. А среди арабов это было обычаем. Ею они устрашали в бою, читая стихи. Перед ними могла быть смерть, и они могли читать стихи. Это стихи арабского племени Бану Добба. Они читали их на войне. Смерть для нас слаще меда, и вы пугаете нас ею? Во время захвата при Карбале Шимер сказал: всех вас перережем. А Хазрат Хусейн сказал с улыбкой: пугаете меня смертью? Смерть для меня означает встречу с моим Господом. Так вот, обычаем арабов была поэзия. Это стихи Хазрата Али. Он читал это, когда сражался в битве при Хайбаре. Это стихи Джа'фара бин Аби Талиба, которые он читал в битве Мута, где пал шахидом. А это стихи Абдуллаха бин Рауаха, он читал их в битве Мута, где пал шахидом. Они были абсолютно бесстрашны, но какой страх охватил их тогда? Как передает Хазрат Уасиля, мы напрочь забыли о поэзии, и у всей толпы на языке было лишь одно: «О Господь Мухаммада! Помоги умме Мухаммада! О Господь Мухаммада! Помоги умме Мухаммада!» Когда Аллах доволен, хватает и этих двух фраз. 3 миллиона людей плакали, держась за покрывало дома Аллаха. На 29-ю ночь имам Ка'бы проплакал час, делая дуа. 3 миллиона мусульман говорили за ним «Амин», плача. А небесные врата не открываются. Врата небес не открываются. Даже плач одного творения к Аллаху приводит арш в хаос, и врата небес начинают трещать. Грабители схватили Абу Малика, радияллаху анху, и пытались убить его. И он взмолился Аллаху: «Я архамур рахимин», «О милосерднейший из милосердных». Грабитель занес меч, а он говорит: «Я архамур рахимин». Тот попытался напасть, а он: «Я архамур рахимин». И внезапно снизошел наездник и поразил его копьем. Когда грабитель упал, его тело охватил огонь и сжег дотла. Абу Малика спросил: «Кто ты?» Всадник ответил ему: «Я ангел с 4-го неба. Когда ты провозгласил «Я архамур рахимин» в первый раз, затрещали врата всех 7 небес». Голос показался нам знакомым. А когда наше поколение занято просмотром стриптиза всю ночь, у торговцев на уме одна выгода. Дети ослушаются родителей. Ночи заполнены алкоголем и прелюбодеяниями. Угнетение во имя правительства. Бесчестие во имя бюрократии. Так как же Аллах будет доволен нами?
Когда ты сказал «Я архамур рахимин», во второй раз Аллах спросил, кто готов помочь его рабу. Я сказал: «О Аллах, я готов». Когда ты сказал «Я архамур рахимин»,